Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Гурбангулы Бердымухамедов вернулся в Ашхабад, завершив рабочий визит в Иран. В Ереване торжественно открыли Дни культуры Туркменистана, большое интервью Мергена Оразова и другие новости. В среду поздно вечером председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов вернулся в Ашхабад, завершив двухдневный рабочий визит в Иран. В рамках визита национальный лидер туркменского народа провел переговоры с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, на повестку дня которой был вынесен весь комплекс вопросов туркмено-иранских отношений, поступательно развивающихся как в двустороннем, так и в многостороннем формате. В Ереване состоялось торжественное открытие Дней культуры Туркменистана и прошли первые мероприятия творческого форума, нацеленного на укрепление дружбы туркменского и армянского народов. В церемонии, состоявшейся в концертном зале Арама Хачатуряна, приняли участие представители широкой общественности. Выступившие на церемонии открытия акции руководители сферы культуры Туркменистана и Республики Армения подчеркнули, что нынешний праздник дружбы не только культурное мероприятие, а символ тесного сотрудничества и взаимоуважения двух народов. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ближайшие дни посетит Ашхабад. Об этом говорится в поздравительном послании президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, главе венгерского правительства, отмечающего сегодня 60-летний юбилей. Мы уделяем большое внимание дружеским отношениям, налаженным между Туркменистаном и Венгрией. Уверен, что переговоры, которые состоятся в ближайшие дни в городе Ашхабад, будут плодотворными и дадут новый импульс дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества, говорится в послании главы государства. К Международному дню защиты детей в Ашхабадском парке Ташкент для юных жителей были проведены праздничные мероприятия, организованные Хакимликом Бахтиярлыкского этрапа. В аллеях парка была развернута экспозиция рисунков учащихся детской художественной школы имени Башима Нурали, выставка детских книг. Здесь же можно было встретить артистов цирка. Клоуны Пина Мурат Дурдыев и Эсбер Атабердыев приготовили для ребят репризу «Хлыст». Юные стажеры цирка демонстрировали свое мастерство жонглирования булавами. Посольство Туркменистана в Грузии при содействии Национальной федерации велоспорта этой страны провело велопробег в Тбилиси, посвященный Всемирному дню велосипеда, который отмечается ежегодно 3 июня. Участники велопробега отметили, что это спортивное мероприятие является еще одним шагом в деле укрепления дружбы и сотрудничества между Грузией и Туркменистаном, а также популяризации спорта и здорового образа жизни. В китайском городе Ухань проходит испытание подвесная монорельсовая дорога, по которой запущен поезд-беспилотник. Подвесной беспилотный состав вмещает в себя до 200 пассажиров и способен развивать скорость до 60 км в час. Поезд с интеллектуальной системой безопасности является дешевой альтернативой обычному метро. В пол вагонов вмонтированы стеклянные панели, что вместе с обычными окнами открывает великолепный обзор во все стороны. Ход поезда отличается повышенной плавностью, тряска почти не ощущается. Ожидается, что в эксплуатацию подвесной поезд-беспилотник будет сдан уже в этом году. Представители Центрального банка Узбекистана сообщили о разработке новой технологии производства бумаги с добавлением натурального шелка. В состав бумаги включены натуральные волокна шелка. Сама бумага пропитывается флуоресцентным раствором, который при попадании на него ультрафиолетового цвета придает волокнам шелка насыщенный темный цвет. Данную технологию планируется использовать при производстве банкнот, ценных бумаг и других важных документов. Главный тренер сборной Туркменистана по футболу Мерген Оразов рассказал в интервью Туркменпортал о задачах на предстоящий турнир CAF Nations Cup 2023, тактических предпочтениях и стажировке в Вильяреале. На вопрос о невызове Мингазова на сборы главный тренер ответил, что это было обоюдное решение игрока и тренерского штаба. Мы решили дать ему возможность отдохнуть, провести время с семьей. Как вы знаете, у Руслана недавно завершился сезон в чемпионате Гонконга, где он проделал большую работу. Это был очень сложный и важный для него период. Мы рады его успехам, очень надеемся на его опыт в дальнейших матчах. Но сейчас ему нужен отдых, объяснил Оразов. Полное интервью вы можете прочитать на сайте Туркменпортал. Определился календарь игры отборочного турнира Кубка Азии 2024 среди сборных до 23 лет в группе К. Матчи пройдут с 6 по 12 сентября 2023 года в Индонезии. Сборная Туркменистана свой первый матч в отборочном раунде проведет 6 сентября против команды Тайваня. А в заключительном туре 12 сентября команда Туркменистана встретится со сборной Индонезии. Отметим, что в отборочном турнире Кубка Азии 2024 среди олимпийских сборных до 23 лет примут участие 43 команды.
Победители 11 групп, а также 4 лучшие сборные среди занявших вторые места получат путевки в финальную часть Кубка Азии 2024, которая пройдет с 15 апреля по 3 мая в Катаре. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.